Ильдар Яковлевич, вы не первый год, не первый созыв в Государственной Думе занимаетесь вопросами национальной политики, национального образования. Вот есть ли какие-то уже подвижки за это время? Конечно, вот я бы с самого начала еще раз сказал о том, о чем я много раз говорю. Сохранение языка – это комплексная задача. Это не только задача или проблемы системы образования. Главенствующий центр – это прежде всего семья. Если семья не заинтересована, если семье не хотят, чтобы ребенок знал родной язык, конечно, очень сложно будет каким-то образом ребенка погрузить в знание родного языка. Но здесь получается, что как раз где-то в сельской местности, наверное, все это сохраняется, да, города не постепенно, я не знаю, как это назвать, конечно, урбанизация, да. Это когда все вокруг тебя, окружение, все только на одном языке, это очень серьезно влияет. Но тем не менее, у нас огромное количество сегодня примеров, когда и в городской среде есть возможности. 1 час татарского языка, 1 час татарской литературы. Пою, танцую вместе с детьми на татарском языке. Мы в среднем где-то 3 часа изучаем язык, литературу татарскую. Кроме этого есть у нас дополнительные занятия, дополнительные часы внеурочные. Мы также изучаем фольклор татарского народа, культуру татарского народа, хореографию татарскую. Мы до сих пор, наши граждане, и спорят, и говорят, убрали, изъяли систему образования с обязательной частью изучения родных языков. Да не изъяли. Предмет родной язык присутствует в обязательной части учебной программы. Присутствует. Опять же, для всех, да? Конечно. Татароязычные, русскоязычные. Конечно. И самое главное, образовательная организация – это самостоятельно в формировании своей учебной программы. Никакого отношения к формированию учебной программы ни родители, ни вышестоящие организации не имеют отношения. У нас есть огромное количество школ, которые целиком идет обучение на родном языке. Я постоянно пример привожу город Набережные Челны, где функционирует несколько гимназий, где обучение идет с 1 класса по 11 класс. Все на родном языке. Да, с класса, когда начинается изучение точных предметов, математика, физика, химия, они этот предмет изучают на русском языке. Наверное, это в сегодняшних условиях правильно. Но у нас население 27% детей, и эти предметы изучают на родном языке. Какие ограничения? Пожалуйста. Вы как-то тоже говорили, что 277 языков, по-моему, да, у нас в стране. То есть невозможно же 277, конечно, конечно, изучать. У нас и сегодня 24 языка изучаются в системе образования. И еще 81 язык как предмет. Возможности их немного, но они есть. И так как я являюсь директором школы, с углубленным изучением отдельных предметов, отдельные предметы – это татарский язык, литература, культура. Сейчас получаем результаты ЕГЭ, они очень даже неплохие. Например, у нас есть 100-бальник по литературе, хотя мы изучаем родной язык, и это не мешает нам овладевать другими предметами достойно. В наших краях более глубоко все равно изучается татарский язык. Дети с удовольствием обучаются. И главное то, что родители этого хотят, учить свой родной язык. У нас, у татар, например, все линейки учебников есть. И они находятся в федеральном реестре. Вся линейка учебников по родному языку и литературе, я имею в виду. По родному языку и литературе. С 1 класса по старшие классы. У башкир есть практически там большое количество линейки. Сегодня по 17 языкам есть либо полная, либо частичная линейка учебников, пособий по родному языку и литературе. Я бы еще одну вещь затронул, которая сегодня у нас тоже остро стоит и по которому мы двигаемся. Это разговор о так называемых переводных учебниках. Это где дети у нас обучаются в сельской местности, о котором я говорил, 27%, в городе, гимназии, биология, физика, история на татарском языке в данном случае. Они до сих пор у нас не узаконены, они не находятся в федеральном реестре. То есть это наша внутренняя проблема получается? Ну, конечно,
Ну, я бы не сказал, что внутренние проблемы. Тут и, конечно, Министерство просвещения Российской Федерации задействован. Они должны понимать необходимость включения в их реестр. Это мы задали такое правило игры. Это федеральными соответствующими стандартами, на основании федеральных законов у нас дети обучаются там, да, на своим родном языком, все остальные предметы. Мы же не в нарушении законов, но мы не обеспечили их учебниками на родном языке, понимаете? То есть сейчас речь идет не о том, чтобы вот все поголовно знали татарский язык, да, вот принудительно, хочешь не хочешь, а изучай, а именно для того, чтобы был выбор, да? Когда доходит выбор, а на каком языке я хочу его изучать, у каждого свой родной язык и родная литература для себя. Русский там выбирает, говорит, а я хочу в рамках часов, этих 3 часов, хочу выбрать, чтобы русский родной язык. Просто вспоминаю, да, свое детство, мы там тоже изучали, да. Очень было обидно, когда мы, вот, татароязычные, сидим на уроке, а те, кто так, русскоязычные, они в это время футбол гоняют. Вот это тоже была какая-то принудиловка, да. Сегодня, если школа решила вот 3 часа родной язык и литература, соответственно, русские выбирают русский родной язык и литературу, могут родной татарский язык и литературу выбрать, скажем так. Пожалуйста, в том числе. Я категорически против, чтобы мы говорили о том, чтобы навязать, обязать. Мы этап уже прошли это. Мы же это делали. Ну вот к чему пришли? Результат нулевой. Нам нужно все это дело понимать, анализировать и не искать каких-либо виновников, виноватых где-то там в Москве там, я не знаю, и так далее. Да? У себя. И что дальше нам сделать? Значит, в детском садике. Соответствующе готовить педагогов, которые могут в этой языковой среде работать. Двухязычие там и так далее. Соответственно, современные, значит, методики. Интересные мультфильмы и сказки. Но начать нужно с начальных классов, нужно с детского садика. Семьи из детского садика. В последнее время идет такая тенденция, что очень много внимания обращают к преподаванию татарского родного языка и в нашем регионе. У нас вопрос не стоял о том, чтобы родители никогда не писали, никогда не обращались, что татарский язык не будем изучать. У нас специфичное село, которое очень большое внимание обращает на изучение своего языка и сохранение своего быта, культуры и религии. И мы работаем. Нужно работать. Еще что хочу сказать. Спасибо вот, Министерству Татарстана. Очень, я думаю, что не везде так обращают внимание на тех татар, малочисленное количество татар, которые живут даже вот в Красноярском крае, в Иркутской области. Мен яратам сильно Татарстан.